Уважаемые правители нашего государства, президент нашего государства Садыр Нуркожоевич, уважаемые депутаты, уважаемый Турага Жогорку Кеңеша Нурланбек Шакиев, уважаемая Генеральная прокуратура, уважаемый омбудсмен, уважаемые правозащитники женщин и детей. Я к вам обращаюсь очень серьезным вопросом. В 2024 году, 29 числа июля, произошел такой страшный инцидент, там, где моя дочка, инвалидка второй группы, диагнозом глубокое небо, двусторонняя тугоухость, умеренно умственная отсталость и ВПП, то есть у нее порог сердца. В тот день, 29 числа, неизвестные мужчины, двое мужчин, похитили мою дочку на рынке Каракольского города Каракол, когда она шла домой. И с того дня мы искали ее, то есть 4 сутки ее не было, мы искали, и мы обращались всем социальным сетям, мы обращались к силовым структурам города Каракол, и благодаря соцсетям, благодаря неравнодушным людям мы нашли местоположение нашей дочери, местоположение этих преступников, где силой задерживали мою дочь, и там пытали ее, то есть избивали, и по очереди они изнасиловали ее, и они еще заставляли делать те дела, которые не в силах моя дочка инвалидка. И вот сегодня мы делали судмедэкспертизу, одну задержали, но второго не задерживать до сегодняшнего дня. Он сейчас ходит куда хочет, туда ходит и свободно в свободе гуляет, я так и выражусь. Почему? Потому что моя дочка утвердительно утверждает то, что именно этот Майрамбек, хозяин этого кошара, где мы нашли, и этот Нурсултан, где там он работает у него. И несмотря на это, наша оперативная группа города Каракол, они не задерживают до сегодняшнего дня. И до сегодняшнего дня состояние моей дочери, сейчас нас положили в травматологию, так как они избивали до такого состояния, что у нее ноги сломали ее. И невзирая на ее сломанные ноги, они такие пытали и изнасиловали по очереди ее. И сегодня судмедэкспертиза доказала то, что она была девственницей, и ее настолько жестоко насиловали, ее состояние сейчас очень в худшем состоянии. Она сильно напугана, днем и ночью хорошо не спит, еще боли от этих травм, телесных повреждений. Нас в данный момент сейчас положили благодаря травматологу, который здесь есть хороший врач. И до этого мы хотели идти, мы пошли к гинекологу города Караколу, где находится микрорайон Хашхасу, но там нас не приняли. Говорят они, что они не хотят взять себе на ответственность такую серьезную. И то есть я им обращалась как моя дочка нуждалась в медицинской помощи, но несмотря на это, даже видя состояние моей дочери, они отказались принять мою дочку, сама заведующая гинекологией. Но потом дочке стало плохо, у нее головокружение было, тошнота была, у нее сейчас до сегодняшнего дня живот болит, и она сейчас находится в травматологии и получает лечение в данный момент.
Пока вот следственно, сейчас вот нас перенаправили Чупский район, вот в самом Чупе дела, все дела, и сейчас ведутся следственные дела. Когда вот Майрамбек, вот хозяин Кашара, когда их задерживали, он говорил, что является родственником Садыра Джапарова, нашего президента Кыргызской республики. И уважаемое правительство, уважаемые вот наши вот эти силовые структуры, уважаемый президент нашей республики, я утвердительно требую, чтобы вы по всем нашим вот законодательствам Кыргызской республики наказали этих всех преступников.